Здравствуйте. Для начала несколько информационных сообщений. Начну, пожалуй, с хорошего, с приятного сообщения о том, что представители оператора сотовой связи Билайн накануне провели пресс-конференцию в Якутске. Они сообщили, что этот оператор начнет в первом квартале будущего года строительство своей станции в столице нашей республики. В понедельник на Московской набережной в Якутске был торжественно открыт монумент Георгию Победоносцу. Это совместная работа, совместное творение мэрии Якутска и администрации правительства столицы Российской Федерации. Памятник знаменует дружбу двух городов. Федеральный суд в Якутске накануне не согласился с требованием следственных органов об отстранении от должности первого заместителя главы столичной администрации Валерия Попова в связи с тем, что ему было предъявлено обвинение в совершении уголовного преступления. Таким образом, сроки выхода на работу Валерия Попова теперь будут решать не следственные органы, а медики. И в заключении просьба о помощи. С ней обратился к всем горожанам оперативный штаб Губинского округа столицы нашей республики. Дело в том, что после пожара в двухэтажном деревянном здании по улице Дзержинского возле здания Министерства внутренних дел 47 семей оказались без крыши над головой и без каких-либо, скажем так, предметов первой необходимости для своего существования. Так вот, оперативный штаб обращается к горожанам с просьбой помочь кто чем может, в том числе вещами, постельными принадлежностями и так далее. А телефоны, по которым вы можете задать дополнительные вопросы и узнать кое-какую дополнительную информацию, вы сейчас видите на ваших экранах. А теперь об основной теме сегодняшней передачи. В субботу на стадионе Туймада закрылся очередной чемпионат столицы нашей республики по футболу. В финальной игре сошлись футболисты «Зари» и «Ирбис-99». Сразу скажу, что в этом сезоне лидирующее положение «Зари» не смогла поколебать ни одна из столичных команд. Вот и эта финальная встреча закончилась убедительной победой «Зари» 3-0. И тем не менее, эта финальная игра получилась очень и очень интересной. Мы с вами посмотрим несколько интересных моментов этой встречи и прежде всего голевые ситуации, которые «Заря» создавала у ворот своих соперников. Что же, это был последний гол сезона, футбольного уточню, потому что буквально через 2 месяца в столице республики откроется чемпионат по мини-футболу. Впрочем, надо сказать, что мини-футбольные баталии любители этого вида спорта смогут увидеть в столице намного раньше, уже в конце этого месяца. По крайней мере, это пообещал мне Александр Гомерштан, президент клуба «Заря». Впрочем, об этом сюрпризе, что ли, приятном, надо сказать, чуть позднее, буквально через пару минут после комментария, после матчевого комментария тренера команды «Ирбис-99» Сергея Кармышакова. Сергей, как результаты сезона? В принципе, год для нас удачный был. Мы выиграли республику по большому футболу, выиграли город по мини. Здесь второе место, все-таки с серьезным соперником, с «Зарей», с профессиональной командой. Но я считаю, что, в принципе, по игре мы им ничем не уступали, просто сегодня не везло. Перекладина, штанга, вы все сами видели. Да, к нам все залетело, так что поэтому такой результат. Если о каких-то игроках конкретных говорить, что можешь сказать, кого выделить? Со своей команды? Я бы хотел Шарапова, конечно, выделить. Евгения, молодой парень, очень перспективный, который играл последнего защитника. В принципе, Чикачева Виталия в нападении, он на хорошем уровне отыграл турнир. Значит, кого еще? Да все ребята, в принципе, хорошо играли, я им благодарен за все. Если честно, второе место в начале сезона ожидали, нет? Да, в принципе, потому что мы все-таки стали чаще выезжать, везде участвовать на всероссийских турнирах и в мастерстве прибавили в последнее время. И я думаю, что да, я ожидал. Финала этого я ждал. Удачи, спасибо. Спасибо. Забегая немного вперед, скажу, что Максим Шибаев был признан лучшим защитником сезона 2006 года. В продолжение, комментарий сезона, скажу, что несмотря на то, что Сергей Кармышаков считает, что игроки его команды, в общем-то, показали неплохой футбол, президент клуба «Заря» Александр Гомерштат считает, что все-таки «Ирбис-99» это скорее команда будущего.
Ну, Вирбис хорошая команда. Я думаю, что при нормальном отношении к делу они станут одной из ведущих команд республики и города. У них нехватка игроков. Уровень футбола в их исполнении. Я смотрел республику, они стали чемпионами республики, но уровень очень низкий. Это не их беда, это беда всего якутского футбола. Нет детского пополнения, нет молодых ребят. Вот возьмите, назовите хоть одного в любой команде, кто молодой за последние годы влился. Не то, что я имею в виду команду мастеров Заря, а вообще в команды. Коммунальщик, Ирбис. В принципе, одни и те же игроки ходят по кругу, и все. Новых-то нет имен. Но тем не менее, кого-то из ребят можете выделить именно в этом сезоне как неожиданность, неожиданное открытие для вас? Нет, в Ирбисе нет. И в коммунальщике нет. У нас команда молодая, 21-22 года. Маршалик Леша. Я считаю, что вот сейчас травма помешала ему. Паша 2 раза признавался лучшим вратарем. Кузьмин вроде опытный. Я думаю, что вот 23, 24, 25 я приглашаю всех болельщиков поболеть за нас. Тут открытие чемпионата России. К нам приезжает команда «Факел Сургут», «Сибирь-Нефть-Юганск». Арсений Сергеевич, напомните прошлый сезон, скажем, с этими командами как вы играли? С Сургуту мы оба раза проиграли, «Нефтьюганск» в выигрыше победа. То есть, в принципе, тогда серьезная будет борьба на своей площадке. Да, конечно. Нет, я думаю, что в этом году наша команда именно прибавит в мастерстве, в отношении. Я думаю, что это будет один из самых сильных составов Зари за 10 лет. Даже так? Даже так. Скромно. Не, почему? Я вещи своими именами называю. Что? Действительно, так оно и есть. Дай-то Бог, удачи. Да, я думаю, что мы поставили задачу войти в шестерку. Вот почему шестерку? Потому что потом 6 клубов играют по системе плей-офф. А там, медали недалеко. Да. Ясно. Удачи. Спасибо большое. Ну а теперь несколько слов о лучших игроках этого сезона. Их имена были названы сразу после того, как вратарь Зари Павел Кузьмин получил кубок чемпионата, и сразу следом за этим знак «Лучший вратарь». Максим Шибаев судейской коллегией был признан лучшим полузащитником. Знак «Лучший нападающий» и денежную премию Евгения Бурмина из команды «Коммунальщик» получил его товарищ по команде Кузьма Юзвик. Лучшим бомбардиром чемпионата был признан Антон Кусов из «Зари». Лучшим игроком еще один футболист этого же клуба «Заря» Алексей Маршалик. И еще один комментарий итогов прошедшего чемпионата столицы республики по футболу. По поводу чемпионата города Якутска по большому футболу в 2006 году. Действительно он прошел, я считаю, что удачно. Особенно нам понравилась вторая лига. Почему? Потому что там ребята, которые были 9 человек, 9 команд, они играли, все были примерно равны. И среди них прошел очень интересный турнир. Это одно. Второе, вот вторая лига, первая лига, сейчас вот играли, да, 5 команд. Маловато, конечно, 5 команд. Надо побольше расширять. Но мы думаем, на будущий год сделаем 6. Сделаем 2 круга. Немножечко, может быть, не очень удачный получился. В принципе, я не знаю, как вот зрители, надо еще будет опрос сделать. Понравилось, не понравилось. Я думаю, что финал прошел интересно, правильно? Было очень много, как более-менее собрались зрители. Вот, и, значит, игра была интересная, обоюдоострая. Вот, были и с той момент. Да, Заря выиграла, она в данный момент посильнее. Но, я вам скажу, Ирбис показал очень хорошую игру, зрелую игру показал. И я не думаю, чтобы просто так. Есть ошибки, какие-то допускались чисто тактические. Но я думаю, футбол большой. Жалко расставаться, конечно, заканчивается сезон. И посмотрите, как светит. Впереди-то мини-футбол. Мини-футбол Кстати, это... когда начинается? Я вот только что говорил, где-то примерно город начинается, вообще-то первенство города, где-то в середине ноября, где-то так 20-15 ноября. Сейчас просто немножечко перерыв, отдыхает, Заря будет, как у нас в чемпионате России играет, а эти ребята сейчас будут потихонечку кто-то отдыхать, кто-то готовиться, значит, то есть уже к мини-футболу, переходить в крытые помещения.
Ну и в заключение передачи напомню еще раз, что теперь мы будем с вами ждать мини-футбольных баталий. Начнутся они уже в конце этого месяца в рамках, по программе, вернее сказать, чемпионата страны высшей лиги. Ну а чемпионат столицы нашей республики по мини-футболу откроется, еще раз скажу об этом, через 2 месяца. На сегодня все. До свидания.